В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Состоялось пленарное заседание 10-го съезда Совета муниципальных образований Якутии. Перед делегатами стояла задача по выбору членов мандатной и счетной комиссии. Движение закрыто. В Якутии прекращена работа 12 ледовых переправ. Свою работу начинают суда на воздушных подушках. И пока кто-то занимается перевозкой с берега на берег, находятся и те, кто укрывают нелегалов. В Якутске осудили мужчину, который прописал у себя дома свыше 100 иностранных граждан. Два мастера, два подхода, один металл. Выставка ДНК «Клинка» в Национальном художественном музее Якутии расскажет о разных методах работы. И снова об оружии. В республике прошло открытое первенство по пулевой стрельбе на Кубок Совета ветеранов МВД. Участие приняли более 60 спортсменов. В Якутске завершился 10-й съезд Совета муниципальных образований республики. Юбилейный конгресс собрал более 500 делегатов со всех районов. Вопросы, поднятые во время съезда, затронули все сферы жизни. Вероника Таюрская продолжит тему. Сегодня мы подводим итоги 3 лет деятельности Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации межмуниципального сотрудничества. За 3 года было сделано многое. Проделана работа в части усовершенствования законодательства. Ее итоги легли в основу закона о местном самоуправлении. Участниками Совета муниципальных образований решались вопросы всех секторов экономики. Основной интерес был направлен для решения вопросов сельского хозяйства. Очень много участников было. Были вопросы по актуальным проблемам муниципальных образований, также по социально-экономическому развитию районов вопросов было много. Ну и, конечно, основной, вопрос был направлен для оказания помощи проведению специальной военной операции, чтобы победа как можно быстрее наступила. Во время съезда глава Якутии провел собрание с главами районов, в ходе которого обсудил подготовку к паводковому периоду и пожароопасному сезону 2026 года. Во время весеннего половодья планируется задействовать более 17 тысяч человек и свыше 3000 единиц техники, а также авиацию и плавсредства. По прогнозам, под угрозой подтопления находится более 120 населенных пунктов в 26 районах республики. Повесткой совещания также стали изменения в федеральный закон об организации местного самоуправления. Важнейшим вопросом реализации реформы является вопрос перераспределения полномочий. Понятно, что сейчас закон федеральный продлил до 2028 года возможность перераспределения. Вместе с тем, я считаю, что правительству республики, вместе с парламентом республики, вместе с органами местного самоуправления, при самом активном участии Совета муниципальных образований необходимо провести серьезнейшую работу над республиканским законом, который как раз четко распределит все полномочия. Правительство Якутии уделяет большое внимание развитию арктических регионов. Об этом не раз заявлялось на съезде органов самоуправления. Оказывается поддержка в реализации социально значимых проектов. Сейчас те документы, которые принимаются на уровне Российской Федерации, агломерация Тикси-Найба, морской порт Найба, морской порт Тикси, мастер-план Тикси-Найба, вот это все придаст очень большой импульс. Вот наша задача включиться в реализацию этих проектов. Все наши насущные, казалось бы, такие мелкие проблемы, как баня, отопление, ЖКХ, они внимательно всеми выслушиваются, изучаются и принимаются соответствующие меры и даются поручения. За 20-летие работы Совета муниципальных образований была проделана работа по сплочению всех 445 поселений Якутии. Объединение выступает площадкой для открытого диалога и обмена действующими практиками. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Кроме того, на Совете съезда муниципальных образований Якутии подвели итоги программы переселения из аварийного жилья. В 32 районах республики уже построено 434 многоквартирных дома. Всего программа охватывает свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. Завершить расселение фондов, признанных аварийными, до 2017 года планируют к 2027. Параллельно в регионе реализуется проект по формированию комфортной городской среды. За время его работы в Якутии обновили 153 общественных пространства и 355 дворовых территорий, на что было привлечено около 3 миллиардов рублей федеральных средств.
Автозимник Якутск-Нижний Бестях завершил работу. Теперь транспортную связь между левым и правым берегами Лены обеспечивают суда на воздушной подушке. Какими будут тарифы в межсезонье, узнавала наша съемочная группа. На ваших экранах нарушитель правопорядка. И он такой не один. После закрытия зимников над каждым беспечным автолюбителем висит угроза получить штраф до 5000 рублей. И что еще хуже, провалиться под лед. Граждане поосознаннее выбирают суда на воздушной подушке. Сейчас это единственный безопасный способ передвижения по воде во всех ее формах. Да и сами перевозчики уверены, к сезону они готовы на все 100. Как всегда, каждый год уже на протяжении, получается, 9 лет ежегодно мы подготавливаем суда. Подготовка начинается сразу по окончанию осенней навигации. То есть идет заказ запчастей, потом они приходят, и мы где-то с февраля начинаем собирать, перебирать, мазать, клеить и все остальное. Пока воздушные подушки курсируют только здесь, со станции Намыв в 204 микрорайоне до Нижнего Бестяха. После закрытия переправы Палас-Хатасы в эти выходные так называемые хивусы начнут работать и там. Поездка, как и в прошлом году, обойдется в 2500 рублей. Однако в период ледохода, когда выйдут аэроботы, цены могут дать крюка. Ну, как показывает практика прошлых годов, перевозчики вынуждены увеличивать на короткий момент, буквально на пару дней, когда идет активный шугоход, они увеличивают тарифы, но это устанавливает сам перевозчик. Связано это, конечно же, с дополнительными колоссальными затратами, с пересадками на аэроботы класса «Тайфун». Пассажиров ждут в светлое время суток с 7 часов утра до 7 часов вечера. Сейчас в распоряжении капитанов 8 воздушных подушек. Но в самый пик на всех переправах Лены будут работать до 30 судов. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики обсудили в Якутске. Конференция собрала врачей, эпидемиологов, специалистов общественного здравоохранения со всего региона. Разговор шел о том, как сегодня выстраивается защита от инфекций, какие вакцины применяются, насколько они эффективны и безопасны. Медики отметили, что вакцинация остается одним из самых надежных способов предотвращения тяжелых заболеваний и осложнений. По итогам встречи специалисты обменялись опытом и обсудили практические решения, которые можно применять в работе уже сейчас. Отметим, что со следующей недели начнется Всемирная неделя иммунизации. В республике пройдет множество мероприятий, посвященных пропаганде, в том числе с помощью средств массовой информации, знания о вакцинопрофилактике. Это семинары, это встреча с родителями. Будет активно проводиться иммунизация среди детей, которые имеют противопоказания. Их будут приглашать в поликлиники, выездные бригады будут работать в школах, в детских садах. И это будет способствовать тому, что охват прививками во всех возрастах у нас повысится. Для решения проблемы дефицита кадров руководство Алданской центральной районной больницы использует госпрограммы и целевое обучение выпускников. Благодаря этим мерам в район по собственному желанию переехала семья врачей из Бурятии, офтальмолог и дерматовенеролог. Специалисты успешно трудоустроились и поделились положительными впечатлениями от работы в Якутии. Профилактические осмотры у врача-дерматовенеролога Жалсана Цинги-Гармаева завершились. Сейчас специалист готовится к приему амбулаторных пациентов. В кожвендиспансере Алданской ЦРБ Жалсан Булатович работает с 2025 года. Он с семьей приехал в Якутию из Бурятии. О принятом решении супруги не пожалели. Приняли нас хорошо, замечательно. Все объяснили наши обязанности. Также нам повезло, мы попали в программу Дом РФ, нам выделили квартиру. Нас все устраивает, все здесь замечательно. Супруга Жалсана Булатовича Мария Альбертовна – врач-офтальмолог. Проверка зрения и осмотр глазного дна, корректировка назначенного ранее лечения, оценка состояния, прием диспансерных больных. Работы у Марии Альбертовны много. Впечатления положительные, оборудование здесь очень хорошее. То есть я очень была удивлена, что здесь есть оптический когерентный томограф, то есть и оборудование вот у нас, фароптер стоит, очень здорово, очень удобно, комфортно здесь работать.
Стоит отметить, что вопрос о необходимости врача-офтальмолога в Алданской ЦРБ имел место длительное время. Прием детей и подростков ведет детский специалист. Помощь взрослым пациентам оказывали врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Напомним, ее филиал был образован на базе Алданской ЦРБ 5 лет назад. С прибытием Марии Альбертовны офтальмологическая помощь стала более доступной. Конечно, хорошо, конечно. У меня вот так вообще, я считаю, у них на учете делала катаракту на один глаз, на другой глаз делала. И всегда сюда прихожу. Теперь каждые полгода прихожу, проверяю зрение. Они сами говорят, что через полгода надо проверяться. Вот хожу. В коллектив вновь прибывшие сотрудники влились легко. Профессиональные задачи Мария Альбертовна и Жалсан Булатович Цингигармаевы выполняют в полном объеме, показывая себя ответственными и компетентными. Отзывы, конечно, только положительные. Доктора показывают себя с хорошей стороны, да, то есть они ответственные специалисты, всегда идут навстречу пациентам, не отказывают в медицинской помощи. Это касается не только плановой медицинской помощи, да, то есть пациенты, которые записаны на прием, но в том числе и экстренная медицинская помощь, то есть внеплановые пациенты, которые направлены либо с приемного покоя, либо обращаются непосредственно в нашу регистратуру. Подход к решению кадровой проблемы остается разноплановым. Руководство Алданской ЦРБ задействует различные механизмы по привлечению в район специалистов. В целях недопущения дефицита сотрудников в будущем обширная работа ведется с молодежью. Выпускники школ могут получить медицинское образование по линии целевой подготовки с гарантией трудоустройства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 17 апреля в Якутске пройдет масштабная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Событие состоится в историческом парке «Россия. Моя история». Более 300 работодателей, включая крупные компании «Алроса», «Якутуголь», «Железные дороги Якутии» и «Якутскэнерго», предложат соискателям свыше 5000 вакансий. Посетители смогут не только подобрать подходящую работу, но и получить консультации карьерных экспертов. Специалисты помогут выбрать перспективную отрасль и выстроить индивидуальный план развития. Особое внимание уделят студентам, выпускникам, старшеклассникам и их родителям. Им расскажут, какие профессии сейчас востребованы и как построить успешную карьеру. 7 по лавкам. В Якутске осудили 34-летнего мужчину, который по установленной информации прописал у себя дома свыше сотни иностранных граждан. Еще с 7 мигрантами он заключил трудовой договор. С подробностями дела ознакомилась Саргылана Неустроева. В 2021 году приехавший на заработки в Якутию 29-летний мужчина получил российское гражданство как носитель русского языка. В республике он обзавелся домом и, видимо, по доброте душевной тут же прописал в нем соотечественников. 3000, 5000. Квартира? Да. Деньги не даем. А за счет чего живете? Родственники, что ли? Все родственники? Да, почти. Ну как почти? У вас тут 60 человек бывает, все родственники. Главное, что места хватает всем. Только в одном доме, а их на участке 2, расположено сразу несколько комнат. А вот еще одно жилое помещение для родственников обвиняемого. И судя по количеству кроватей в каждой из комнат, семья у него большая. Так, выходец из Центральной Азии регистрировал трудовых мигрантов по адресу своего домовладения, расположенного в городе Якутске. За денежное вознаграждение заключал с ними фиктивные трудовые договоры, что позволяло иностранцам легализовать пребывание на территории России. Всего осужденный прописал у себя свыше 100 человек, как говорится, в тесноте и в откровенно антисанитарных условиях, да не в обиде. Правда, здесь же хозяин заведения готовил лепешки и мясо, а продукцию сбывал в кафе неподалеку ничего не подозревающим горожанам. К слову, свое ИП мужчина не регистрировал, а ведь это был даже не единственный доход мигранта. Также организовал в своем частном доме нелегальную гостиницу с молельной комнатой, в которой его родной брат, гражданин иностранного государства, проповедовал радикальный ислам и религиозную нетерпимость. В результате последний выдворен в страну исхода с закрытием въезда на 7 лет. А первого лишили гражданства и поместили в изолятор временного содержания. Здесь, в России, он будет отбывать срок. Делами осужденного заинтересовалась и налоговая. Все-таки за последние несколько лет мужчина нелегально заработал больше 10 миллионов рублей. Саргылана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Пригородные хозяйства Якутска готовятся к весеннему посеву. Под картофель отведено 1227 гектаров, под овощи свыше 400 гектаров, а под зерновые культуры 440 гектаров. Около 30% всех посевных площадей обрабатывает семейная династия Котрус вблизи поселка Маган, которая за 30 лет расширила хозяйство с 10 до 836 гектаров, зерновые и картофель. В этом году семья получила субсидию на строительство овощехранилища. Помимо производства продукции, хозяйство Котрус обеспечивает другие предприятия региона суперэлитными семенами картофеля. Но в этом году вот с Тюмени привезла Red Scarlet, суперэлиту, потом привезла легенду суперэлиту. Есть на продажу для хозяйства легенда RS1, порядка там 100 тонн. Но вот легенда новый сорт, он очень урожайный. На один куст там 24-26 клубней, а обычно наши сорта 5-6 клубней. То есть уже это говорит о том, что сорт очень урожайный, такой ровненький, красивый. Ну и зерно тоже уже заканчиваем очистку, пшеницу, ячмень. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников стал наставником участника СВО Михаила Ана в рамках региональной кадровой программы «Якутия. Земля героев». Михаил Ан, возглавляющий службу спасения Верхневилюйского района, проходит обучение для подготовки к управленческой карьере. Программа, инициированная главой республики Айсеном Николаевым по аналогии с федеральным проектом «Время героев», направлена на интеграцию ветеранов боевых действий в органы власти и экономику региона. ДНК клинка. Именно под таким названием в Национальном художественном музее Якутии открылась выставка, представляющая нож как емкий образ, объединяющий технологию, культуру и авторскую идею в одном изделии. В экспозиции представлены работы двух мастеров – Жикжита Абаясхаланова из Бурятии и Романа Петрова из Якутии. Подробности далее. С первого взгляда эти работы воспринимаются как привычный предмет – нож. Но при более внимательном взгляде становится понятно – каждый клинок здесь – это не предмет быта, а литературный образ. В творчестве Жикжита Баясхаланова клинок уже не инструмент, а авторская композиция, где форма и дизайн работают как единое художественное высказывание. У меня преобладает стальной цвет, цвет серебра, полированной стали, холодного мрамора. Показываю как раз наши бурятские традиционные мотивы, где есть преемственность поколений от отца к сыну. И, конечно же, коллекция анималистики. Все-таки животные, это так как мы, кочевники, восхищаемся всеми животными. И у меня целая коллекция равновесия, где я показываю характер, наверное, и харизму разных животных. Совсем иначе с материалом работает якутский мастер Роман Петров. В его подходе важны не только форма, но и сам материал. Северный характер, опыт охотника и костореза, глубокая связь с природными материалами отражены в его работах. В моих работах, особенно в кости, я использую в основном корочку, фактуру этой самой кости. Вот, допустим, рог, он сам по себе очень красив. Природа создала такой материал, который просто нужно использовать эту красоту, использовать эти линии и каким-то образом воплотить в это свои изделия. В некоторых работах я использовал такие редкие материалы. Это лава из Исландии и обсидиан, это вулканическое стекло. Выставка дает зрителю возможность стать свидетелем диалога двух культур – якутской и бурятской. Несмотря на то, что они используют два разных подхода к искусству оружия, схожесть все же есть. Как оказалось, здесь очень много параллелей, много схожего. Но в первую очередь это такой вот мужской, наверное, дух клинка. И оба мастера утилитарный предмет показывают как искусство. Выставка ДНК клинка откроется 17 апреля и будет работать до 14 июня в Национальном художественном музее Якутии. Это возможность увидеть, как один и тот же предмет в руках разных мастеров превращается в совершенно разные истории. Таяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. На сцене Саха Академического театра кипит работа. Идут последние приготовления к премьере спектакля «Не сворачивая с прямого пути». До показа, посвященного выдающемуся государственному деятелю Гаврилу Чиряеву, осталось всего 2 дня. Представление приурочено к 101-летию со дня его рождения, основано на документальных событиях. Постановка охватывает весь его жизненный путь, начиная с показа детской жизни и наставления отца до 17-летнего руководства республикой. Автором пьесы выступил народный поэт Якутии Наталья Харлампиева, а воплотил исторический сюжет режиссер-постановщик Руслан Тараховский.
Ну, спектакль основан на архивных материалах и будет показана большая палитра его судьбы и работы во имя процветания республики, как он строил город Нерюнгри и всю вообще республику. И, это исторический спектакль, поэтому будет интересно, думаю, и молодежи, которые интересуются историей, и, конечно, людям, которые жили в его время. Продолжается пасхальная неделя. В эти дни детский сад «Снежинка» города Нерюнгри превратился в настоящую сказку, наполненную яркими красками и детским смехом. По случаю Светлого Христового воскресения здесь проходит пасхальный фестиваль. Детские голоса и искренние эмоции никого не оставляют равнодушными. В рамках пасхального фестиваля воспитанники трогательно поют песни, показывают сценки и рассказывают стихи. Проснулась я и вижу яички на столе, причудливые, яркие. Я точно не во сне. В окно стучится птичка, как будто ангелок. И небо очень чисто, как новенький листок. Самые юные нерюнгринцы с раннего возраста знакомятся с традициями празднования Пасхи и учатся уважению к обычаям нашего народа. Проводятся различные мероприятия в группах. Это, конечно же, беседы с детьми. Воспитатели проводят, рассказывают об этом празднике. Они смотрят презентации, заучивают стихотворения. Дома беседуют с родителями. Также у нас проводятся занятия по художественно-эстетическому развитию. Дети изготавливают поделки, с которыми делятся друг с другом. Поздравительные открытки для своих родных, для родителей, для своих друзей, для знакомых, бабушек, дедушек, для того, чтобы этот праздник был светлым и наши дети побольше о нем узнали. На занятиях дети с удовольствием приобщаются к истокам русской народной культуры и узнают много интересного. Плохие люди не хотели, чтобы Бог спасал людей. Они его взяли и убили. Добрые люди положили его в пещеру маленькую. Все ушли по домам. Плакать и горевать и спать. Но когда люди пришли утром, мертвого Бога не было. И потом он воскрес с неба. Особого внимания заслуживает мастерство юных художников. Эти уникальные поделки изготовили дети вместе с родителями. От традиционных крашеных яиц с рисунками и узорами до миниатюрных пасхальных композиций. Каждый экспонат пропитан особой детской любовью и старанием. Пасха – это когда все красят яйца и готовят куличики. Они берут корзинку, идут в церковь и освещают их. Выставка – это не просто демонстрация детских работ. Это возможность передать им ценность семьи, добра и веры и почувствовать частичку пасхального чуда. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске выявили самых метких ветеранов управления МВД по республике. Соревнования посвящены 35-летию ветеранского движения МВД России, а также памяти подполковника полиции Анатолия Гейнерова. Подробности в сюжете Тимура Колмогорова. Более 60 ветеранов МВД, мужчины и женщины со всей республики, заявились, чтобы побороться за звание лучшего стрелка. Первенство проходило в 3 возрастных категориях – среди ветеранов до 50, до 60 и старше 70 лет. Это уже у нас четвертое мероприятие получается спортивное. И с каждым годом участников все больше и больше становится. Будет проходить следующим образом: 3 пробных выстрела, потом 5 зачетных выстрела сидя и 5 зачетных выстрелов стоя. Ну и получается, 10 зачетных выстрелов, и, соответственно, будем определять уже результаты. Для ветеранов это первенство стало возможностью не только посостязаться и проверить меткость, но и встретить своих старых коллег и вспомнить былые времена службы. Я прослужил 20 лет льготно. Я сам постоянно участвую, хотя не занимал призовых мест, но все-таки есть желание такое. Вот это одно из мероприятий, которое сплачивает ветеранов, которые они встречают, а тут мнение свое высказывают, общаются. Это тоже очень даже нужное дело.
Традиционные соревнования в этом году были посвящены памяти подполковника полиции Анатолия Денерова, который возглавлял Совет ветеранов с 2013 по 2017 годы. Это очень энергичный, умный, образованный и талантливый руководитель. Все сейчас его помнят как такого хорошего руководителя. И что отрадно, еще он работал именно у нас в городском отделе, тогда назывался Ярославский городской отдел, начальником. Это в начале 80-х годов. В Якутске насчитывается порядка 3000 ветеранов структур МВД, которых объединяет данный совет. Помимо участия в подобных мероприятиях, они продолжают делиться опытом с молодыми сотрудниками и приучать молодежь к патриотизму. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.